Сводка по коронавирусу. В Коми уже больше 6 тысяч заболевших. Прирост за последние сутки 43 человека. Выздоровели с опасным диагнозом 35 пациентов, ни одной новой жертвы. Сейчас в общей сложности с инфекцией борются 1094 человека. Вот как эти данные и другие новости республики прокомментировал исполняющий обязанности главы Владимир Уйба. Уважаемые жители республики, добрый день. Продолжаю информировать вас о ситуации. Что касается эпидемиологии. Сегодня в республике лабораторно подтверждены 6011 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки 43 человека. Под медицинским наблюдением 2115 человек. Выздоровели 4844 человека. И за сутки сегодня мало выздоровело 35 человек. Выздоравливать надо больше. Ну или заболевать меньше. У нас опять сегодня в структуре заболеваемости 22 человека заболели в Сыктывкаре. Сегодня я выступил на совещании Министерства сельского хозяйства России, которое было посвящено новой госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Республика активно участвует в ее реализации. Одним из направлений программы является обеспечение жильем специалистов на селе. Сегодня республика прорабатывает вопрос по предоставлению субсидий из бюджета региона банкам на выдачу кредитов по льготной сельской ипотеке, чтобы снизить действующие сегодня процентные ставки до 1,5% годовых. На эти цели мы планируем заложить в бюджете дополнительные средства. Это позволит большему количеству сельчан воспользоваться льготной ипотекой и улучшить свои жилищные условия. Я озвучил ряд предложений и попросил поддержки у Федерального министерства. Учитывая значимость для республики мероприятий по комплексному развитию сельских территорий, мной было предложено при наличии дополнительного финансирования поддержать именно наши проекты. Это проекты по комплексному развитию территории сельского поселения Выльгард и территории Усть-Куломского района. Еще один вопрос, который я поднял, он касается ремонта сельских дорог, и для республики Коми он имеет особо важное значение. Поэтому я попросил Дмитрия Николаевича Патрушева поддержать наши предложения по капитальному ремонту дорог в сельских районах. Сегодня я также встретился с руководителем Росгидромета Игорем Анатольевичем Шумаковым. Мы подписали соглашение о сотрудничестве. Надо отметить, что у нас действовало соглашение, оно было заключено в начале 2000-х годов и потеряло свою актуальность, поэтому вот сегодняшнее соглашение имеет уже современные тенденции. С Росгидрометом в республике налажено эффективное взаимодействие по вопросам состояния окружающей среды, изменениях погоды, климата. Мы получаем аналитическую поддержку по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, последствий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В следующем году в Воркуте с Росгидрометом будут установлены 2 новых стационарных поста наблюдений с современными приборами и оборудованием. Мы также обсудили возможность реализации на территории республики Коми пилотного проекта по созданию федерального кластера по изучению вечной мерзлоты. В Коми организовано движение по 2 новым межмуниципальным маршрутам – Ижма-Ирайоль и Кажмудар-Айкина. На линию автобусы выйдут уже в начале следующей недели. Вопросы внутри республиканских перевозок и повышения доступности сельских населенных пунктов часто поднимаются на встречах в муниципалитетах. 2 новых маршрута были запущены в ответ на просьбы жителей Ижемского, Сосногорского и Усть-Вымского районов. Уважаемые жители республики, это все, что я сегодня хотел вам рассказать. Будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра.